sestry, milí bratia, ja vás chcem pozdraviť srdečne. Дорогие братья и сестры, я хочу вас сегодня всех поздравить, приветствовать. Dúfam, že môj brat prekladateľ bude hovoriť presne to, čo ja poviem. Постараюсь. Он думает, что я переложу все, как он говорит. Он только так и думает. Ja si myslím, že mnohí z vás by ani nepotrebovali, aby ma niekto prekladal, že mi budete rozumieť. Ja hovorím po slovensky. Я думаю, что вам не надо перекладать это все, но он говорит по-словацки, так что вы его все должны понимать. Dnešná sobota je pre mňa taká ako vzácná alebo výnimočná. Эта суббота про меня есть сегодня очень знаменательная. Jednak preto, že už dávno som v sobotu nebol na dvoch sobotných školách a dvakrát nekázal. Потому что уже давно не был в субботу на двух уроках субботней школы и на двух богослужениях, не говорил Слово Божие. Lebo do poludnia som bol v Prahe, v zbore Praha Sedlec. Takže tam som bol na sobotnej škole a som kázal. Takže za dnešnú sobotu budem mať dve sobotné školy a dve kázania. До обеда был в Праге на служении в Седлеці, а после обеда сегодня здесь, так что имеет два урока субботней школы и два служения. A chcem sa zároveň aj poďakovať alebo vyjadriť poďakovanie zboru Plzeň za to, že sa tu môžete stretávať. Хочу сегодня всех поздравить, что вы сегодня здесь все, и здесь, в этом доме молитвы, можете все петь и собираться. My sme vlastne už aj s mojou manželkou Alenkou už 2 roky vlastne trošku tak akoby vtiahnutí do života украинских братов и сестер. Мы со своей женой уже больше 2 лет как втянуты в это служение для украинцев. A vlastne my sme sa s tou skupinou ukrajinských bratov a sestier prvýkrát vlastne stretli na Sázave. Мы с группой украинцев первый раз встретились на Сазаве. A už to budú 2 roky vo februári. Это уже будет больше 2 лет. Čo sa začala vojna. My všetci sa modlíme za to, aby ten konflikt sa skončil. 2 года, как началась война, и мы все молимся, чтобы этот конфликт на Украине уже был окончен. Ale jednou z takých pozitívnych, ak sa to tak dá povedať, stránok aj toho nešťastia je, že sme sa mohli spoznať s mnohými ukrajinskými bratmi a sestrami. Одной из хороших сторон этого всего есть то, что мы могли познакомиться с всеми украинцами. A som rád, že tu vidím aj rodinu Buriakových zo Sázavy. Я очень рад, что здесь видим семью Буряк Сазавы. Marinu, Denisa a ich deti. Марину и Дениса. A ich deti. А их дети. А их детей. Ja budem dnes kázať o jednom liste, ktorý sa nachádza v Novom zákone. Я буду с вами сегодня думать про одну историю, которая записана в Новом Завете. Tam je jeden list, jedna epištola, ktorá je veľmi krátka. Там есть написано одно письмо, которое есть очень короткое. Ten list napísal apoštol Pavol. Это письмо написал апостол Павел. A my poznáme apoštola Pavla ako misionára, ako teológa, ale menej ho už možno poznáme ako človeka, ktorý má veľké srdce. Мы знаем апостола Павла как миссионера, але еще как человека, который имеет большое сердце. A on v tom liste tak vlastným príkladom ukazuje na to, čo sa očakáva od kazateľa, od toho, kto je predstaviteľom toho zboru. А он в том письме нам пишет, что в письме мы знакомимся с Павлом не только как с миссионером и послом, но как с человеком большого сердца, который своим примером дает указания относительно того, чего ждут от представителей общины и общества, верующих в целом взаимоотношений и даже конкретнее, как следующие вести себя образцовому вернику.
A v tom liste, a možno, že už viete, že hovorím o liste Filemonovi. В том письме, которое сегодня он хочет сказать, это письмо до Филимона. Filemon bol človek, ktorý bol starší zboru v jednom zbore v Kolosách. Филимон был человек, который был руководителем собрания в Колосах. A Filemon a apoštol Pavel mali veľmi pekný vzťah. Филимон а апостол Павел имели очень тесные взаимоотношения. A ja vám teraz poviem, o čom ten príbeh, o čom ten list Filemonovi vlastne je. Čo sa stalo? Čo sa stalo? А я сейчас вам расскажу про эту историю, что там случилось. Filemon mal otroka, ktorý sa volal Onezimus. Филимон имел в себе слугу, который именовался Онисимус. A Onezimus ušiel z domu od svojho pána, ušiel od Filemona. Онесимус, он пришел уже від свого батька з дому. A vyzerá to tak, že on si z domu možno aj niečo ukradol, niečo vzal a s tým odišiel. S časťou majetku toho Filemona odišiel preč, ušiel. А случилось так, что он, возможно, что-то украл с этого дома и с этим отошел. A on odišiel do Ríma a tam sa stratil, tam sa chcel stratiť, že by ho nikto nenašiel, odišiel do veľkého mesta, že by ho nikto nenašiel. Он пришел в большой город в Рим и там думал, что он где-то потеряется, его никто не найдет. Ale vyzerá to tak, že po nejakom čase, keď sa dostal do problémov, tak našiel skupinu kresťanov. А через какое-то время он достался до очень больших проблем и нашел там группу христиан. Pretože on vedel, že kresťania mu môžu pomôcť. Потому что он думал и так думал, что христиане могут ему в этом помочь. A kresťania, ktorých Onezimus v tom Ríme našiel, ho priviedli do väzenia k apoštolovi Pavlovi. А эти верующие, которые он нашел в Риме, привели его в тюрьму к апостолу Павлу. A keď sa stretol apoštol Pavol s Onezimom, tak Onezimus prežil v tom väzení obrátenie. Когда встретился он с ним, то в этой тюрьме случилось что-то обратное. Onezimus zmenil svoj život. Этот Онисимус, он сменил свой образ жизни. A pre apoštola Pavla nastala dôležitá otázka. Про апостола Павла настало время и вопрос, что делать. Má si nechať Onezima jak sluhu v tom väzení, že by Onezimus s ním ostal v tom väzení, Перед апостолом Павлом стал такой вопрос, он должен его оставить себе в тюрьме как слугу или отпустить его. alebo ho má vrátiť Filemonovi do toho domu, z ktorého ušiel. Или он его должен повернуть в дом Филимона, откуда он пришел. Takže my by sme mohli vlastne o tom liste Filemonovi povedať, že je to taký príhovorný list. My poznáme príhovorné modlitby, keď sa za druhých prihovárame, a toto je taký príhovorný list. Мы должны сегодня подумать про это письмо, которое он написал, если это есть приговор или это не приговор. To je príhovorný list. Это есть приговорный лист. Príhovorná modlitba, keď sa za druhých prihovárame. Это ходатайственная молитва, извиняюсь. Pavol sa rozhodol, že Onezima pošle späť k Filemonovi, do toho domu, z ktorého ušiel. Павел решился отправить его туда, откуда он пришел. A on do toho zboru, kde chodil vlastne Filemon, on napísal ten list. Он до этого собрания, куда ходил Филимон, написал это письмо. A tam v tom liste on píše toto. Predstavujem vám vášho nového brata v Kristovi, príjmite ho, ako by som to bol ja. А в том письме он пишет, что я вам рекомендую нового брата и примите его, как это бы был я. A preto možno keď je v nadpise list Filemonovi, presnejšie by bolo treba napísať, je to list do toho zboru, kde je Filemon starší
zboru. Je to list celému spoločenstvu, nielen jednému človeku. Это письмо не было только написано для Филимона, оно было написано для всех людей, которые находились в этом собрании. A Filemon a ten zbor sa musia v tej chvíli rozhodnúť, čo spravia Onezimovi. Jak sa k nemu zachovajú, jak sa zachovajú k tomu človeku, ktorý ušiel, ukradol niečo a vracia sa teraz späť. А Филимон и это собрание должны принять какое-то решение, как быть с этим человеком, который что-то уже украл. Ako sa zachová zbor, ako sa zachová spoločenstvo, keď do neho sa vráti človek, ktorý bol zlodej? Как себя поведет эта группа людей, это собрание, что к ним возвратился вор, который что-то украл. Možno takému človekovi veriť? Возможно, такому человеку верить. Nezopakuje sa to znovu, čo spravil? Если он это не повторит снова, что он сделал. Pretože dovtedy ten zbor Onezima veľmi nepoznal. Oni nevedeli. To bol otrok, ktorý nechodil do toho zboru. Потому что до этого времени они его не видели, и он не ходил в это собрание. A on píše vo verši 11, Pavel píše Filemonovi, že Onezimus kedysi ti bol neužitočný. В 11 главе он пишет, что этот Анисимус был когда-то неугодный. Да. A meno Onezimus znamená v gréčtine užitočný. А имя Онисимус в грецком языке означает, что он полезный. Takže, jak sa zachová zbor k človeku, ktorý bol predtým neužitočný? Как себя поведет группа и собрание этих людей, которые до этого времени был негодный? Ale apoštol Pavol Onezimovi verí. Апостол Павел этому Онисимову верит. A je presvedčený, že pred tým zborom stojí nový človek. Obrátený človek. А он убежден, что перед этим собранием стоит совсем новый человек, обращенный человек. S novou identitou. С новыми мыслями и мнениями. Takže apoštol Pavol píše do zboru, príjmite toho človeka a napriek tomu, že má takú minulosť. Апостол Павел пишет снова письмо до этого собрания и говорит, что примите этого человека, хотя он имел плохую репутацию. A tak je tu otázka na členov toho zboru. Uveria tomu, že aj ten neužitočný človek sa môže zmeniť? А здесь вопрос до этого собрания. Если эти люди могут верить этому человеку, если он изменился действительно. A keď bude Večera Pánova, если будет вспомин Иисуса Христа, Filemon a Onezimus dokážu si umyť nohy spolu? Чи могут вместе Филимон и Онисимус помыть ноги друг другу? Ja niekedy v diskusii s členmi cirkvi dostávam otázku, čo by som chcel v cirkvi zmeniť. Я часто от братьев и сестер получаю такие вопросы, что можно и что бы надо сменить в церкви, в собрании. A ak tipujete, že väčšinou odpovedám, že by som najradšej zmenil vzťahy, tak máte pravdu. Я ответим, что я бы хотел, чтобы мы сменили отношения друг к другу. Z dlhoročnej praxe kazateľa na zbore, ale aj administrátora vnímam, že toto je náš najväčší problém. С многолетней практики я знаю, что это есть самая большая проблема в церкви. Navzájom si odpustiť. Чтобы мы могли друг другу отпустить. A občas ma napadne, že keby sme brali Večeru Pánovu vážne, иногда мне придет такая думка в голову, что мы должны брать вспомин, это очень важно. Že keby sme brali Večeru Pánovu vážne,
tak potom vlastne, pretože ju máme raz za štvrť rok, protože my эту вечерю имеем один раз в квартал, tak vždycky po Večeri Pánovej by sme naštartovali v tom zbore úplne novú etapu, novú éru, nový život, lebo by sme si všetci odpustili. Каждый раз по новой этой вечере мы должны вымыслить какую-то новую программу или тактику, чтобы могли друг друга отпустить. Na tej Večeri Pánovej by sme odpúšťali len to, čo sme si ublížili posledné 3 mesiace. На этой вечере мы должны отпустить друг другу то, что сделали друг другу за эти 3 месяца. Funguje to tak? Возможно, это Dobre, так. vidím, že kývete, tak áno. To som rád, že vo vašom zbore to tak funguje. Так, брат говорит, что в нашем собрании так это и есть. Že si odpúšťate len to, čo ste si ublížili za posledné 3 mesiace a nie, čo bolo pred 10, 20, 30 rokmi. Tak to som rád, že u vás to tak funguje. Что отпускаем друг другу то, что было только за последние 3 месяца, а не то, что было за год, за 2, возможно, за 3 обратно. Prieskumy ukazujú, že väčšina ľudí prichádza do cirkvi vďaka vzťahom. Мне это говорит, что много людей приходит в церковь для того, чтобы пообщаться. Ale problém je v tom, že väčšina ľudí odchádza z cirkvi tiež kvôli vzťahom. Но самая большая проблема в церкви есть в том, что большинство людей отходит, что не найдут общения в церкви. A tak je tu tá otázka, ktorú čítame vlastne z toho listu Filemonovi, čo robiť s hriešníkmi, ktorých máme v zbore. А так с этого письма, которое Филимон написал, у нас постает вопрос, что делать с этими людьми, с грешниками, которые остались в церкви. Ja som bol nedávno na jednej návšteve v zbore na sobotnej škole. Я недавно был в одном собрании на субботней школе. A tam jeden brat, ktorý robil vo firme, kde vyrábajú súčiastky do aut. А там один брат работает в фирме, где делают запчасти для автомобилей. A on na sobotnej škole hovoril o tom, že téma sobotnej školy bola o pokání, o odpustení. А он на субботней школе говорил, что тема этого урока была про отпущение. A on hovoril o tom, že zo svojej firmy v tom týždni ukradol súčiastku do auta. А он говорил, что на рабочей неделе с этой фирмы украл какую-то запчасть для автомобиля. A potom čítal doma sobotnú školu a tam bola lekcia, bol úrok o pokáni, o tom, že nebudeme kradnúť. А потом читал дома с урока субботней школы, что мы будем каяться и не будем красть. A on zobral na druhý deň súčiastku a vrátil ju nazad do roboty. А на следующий день принес эту запчасть обратно оттуда, откуда он ее украл. A v tej robote si ju kúpil. А с этой работы потом купил эту же запчасть. Takže znovu si ju zobral domov, ale už tam nechal peniaze. Снова забрал ее домой, ale уже заплатил за нее A on pred všetkými v tej grupe na sobotnej škole hovoril, že toto spravil, že ukradol, ale potom vrátil. А он откровенно сказал на уроке субботней школы, что он так сделал, что он это украл, но потом принес и купил. A ja sa teraz pýtam nielen vás, ale aj samého seba. Dokázal by som ja v sobotnej škole pred ostatnými povedať, že som niečo ukradol? А я сегодня спрашиваю не только вас, а самого себя. Мог бы я сегодня сказать, что я что-то украл? A potom by som povedal, no ale Božie slovo zmenilo môj postoj a ja som to napravil. А потом, если мы могли сегодня открыто сказать, что Божье Слово нас исправило, и мы это сделали так. A ja som pochopil, a neviem, Andrej, či je to tak, že vy ešte nie ste zbor. Vy ešte nie ste zbor, vy ste len skupina pri zbore. Сбор буде 11 липня. Tak, dobre. Я Takže, сегодня понимаю, что мы еще не церковь, ale 11. ledna budete zbor. A tak je tu taká otázka.
že kedy vlastne sa zbor stáva zborom. Сегодня вопрос такой, когда собрание становится собранием, общиной. Kedy ten zbor naozaj plní svoje poslanie, svoju funkciu, svoju úlohu. Когда это собрание уже будет выполнять свои функции. A Pavel v liste Filemonovi hovorí niečo veľmi, veľmi dôležité. А Павел в письме до Филимона говорит очень чем-то важном. A my to nemáme nikde v cirkevnej príručke, nemáme to nikde napísané, ani v ústave, nikde. У нас этого нет написано в церковном уставе. A to je tá dôležitá vec. Zbor je zborom vtedy, keď dokáže prijať medzi seba človeka. Церковь есть тогда церковь, когда докажет принять человека к себе. Hriešného človeka. Грешного человека. A dať mu novú šancu. А еще раз дать ему возможность исправиться. Takže zbor je zborom vtedy, keď koná službu zmierenia. Собрание есть тогда собранием, когда оно выполняет свою функцию смирения. Medzi Bohom a človekom. Между Богом и человеком. Ale aj medzi sebou navzájom. И друг между другом. A toto je ten moment, ktorý rozhoduje o tom, či sme naozaj zborom. А это есть то время и положение, когда мы есть сбор или нет. Собрание. 11. ledna sa stanete zborom. 11 января, нет, 11 января мы все станем здесь собранием, группой. Nezabudnite, Община. že zborom sa stávate nie len tým, že to bude niekde na papieri napísané, Мы не станем тогда собранием, когда будет это только написано на бумаге, где-то зарегистрировано. ale ak budete medzi seba prijímať hriešníka, človeka, takého, aký je. Но когда будем принимать к себе такого человека, какой он есть. Viete, prečo apoštol Pavol zaujal taký postoj? Prečo bol taký milosrdný vlastne k tomu Onezimovi, k tomu otrokovi? Мы сегодня понимаем, почему апостол Павел был такой к этому апостолу Анисиму. Otrokovi Onezimovi. Молодому человеку Анисиму. Lebo on sám zažil niečo podobné. Если и он сам не пережил что-то подобное. Na ceste do Damašku, keď prenasledoval prvých kresťanov, На дороге в Дамаск, когда он шел, когда преследовал первых христиан, tak vtedy sa stretol s Ježišom Kristom тогда он встретился с Иисусом Христом, a oslepol. а был слепой. A oni ho priviedli do domu Júdu, do Júdovho domu. Они его привели к дому Иуды, A on v tom dome bol v tme 3 dni a 3 noci. а он в этом доме был слепой 3 дня и 3 ночи. A on nič nejedol, nič nepil. Ничего не ел, не пил. A ostal vlastne sám. Был сам. A on 3 dni žil v takej neistote, odkázaný na druhých ľudí. А 3 дня был сам с собой и был только если ему что-то другие могли принести, дать, выпить, поесть и так далее. Он ничего не видел. A nakoniec prišiel za ním Ananiáš. А наконец пришел за ним Анания. On položil na Pavla ruku Он положил на него руку. a povedal: brat Saul, Брат, а он сказал: брат Саул, Ježiš ma poslal za tebou. Иисус меня послал за тобой. Ale to, že nejaký neznámy človek, Ananiáš, sa ho dotkol a povedal: brat Saul, Если не знакомый человек ему до него дотронулся и сказал: брат Саул, tak pre Saula to muselo byť veľmi povzbudzujúce. для Павла это должно быть очень взбудораживающе. Nebolo veľa ľudí, ktorí mali vtedy odvahu prijať Saula, ktorý predtým prenasledoval cirkev, a dať mu druhú šancu. Не было много таких людей, которые могли принять апостола Павла и дать ему другой шанс. Predstavte si, jak to znelo pre Onezima, keď ten zbor v Kolosách ho začal oslovať brat Onezimus.
Представьте себе, как было про него, когда это собрание в Колоссах уже называл его брат Анисимус. Zbor v Antiochii sa stal zborom, alebo splnil poslanie tým, že prijal medzi seba človeka, prijal medzi seba hriešnika. Собрание в Антиохии стало собранием, потому что оно приняло к себе грешника. A v tom liste je krásne napísané, že Pavol hovorí Filemonovi, píše Filemonovi, príjmi Onezima, on je moje srdce. А в том письме он пишет, что примите Анисима, он есть мое сердце. Апостол Павел пишет. A z toho listu vidno, jakú víziu cirkvi má apoštol Pavol. А с этого письма видно, какую репутацию имеет в этой церкви апостол Павел. Ja som dnes do poludnia kázal príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Я сегодня до обеда говорил проповедь про милосердном самарянине. A v tom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, tak ten Samaritán, keď pomôže tomu zbitému človeku na ceste, ktorý tam leží, А в этой проповеди я говорил, что если этот самарянин, который поможет этому человеку, который сбился с правильной дороги, tak on povie tomu hostinskému, že postaraj sa o neho a ja ti za to zaplatím. Ja ti zaplatím za to, čím mu pomôžeš. Он приводит туда этого больного человека, зраненного, и говорит этому хозяину этого отеля, что растратишь еще больше, я когда возвращусь, то доплачу. A v liste Filemonovi apoštol Pavol píše toto. Prosím ťa za moje dieťa, príjmi ho ako moje srdce, príjmi ho ako mňa samého a ak ťa poškodil, alebo ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. А в письме до Филимона он пишет и говорит, что якщо он что-то тебе должен, что-то тебе там сделает какой-то ущерб, то напиши это на мой счет, и я это оплачу. Apoštol Pavel hovorí tie isté slova, ktoré hovoril milosrdný Samaritán. Апостол Павел говорит те слова, которые говорил милосердный самарянин. A tá Pavlova vízia cirkvi je, že je to cirkev, ktorá je otvorená. А Павел говорит, что эта церковь, которую он представляет, это есть церковь открытая, prijímajúca, prijíma druhých ľudí, которая принимает всех людей, odpúšťa, отпускает. Jednoducho to je Kristova cirkev, kristovská. Словами можно сказать, что это есть церковь Иисуса Христа. A keď som vám hovoril, že slovo Onezimus znamená užitočný, я вам говорю, что слово «онисимус» означает полезный, извиняюсь. Tak slovo Filemon znamená ten, ktorý miluje, milujúci, А слово «филимон» означает, слово «филимон» означает тот, который любит и проявляет милосердие. A vlastne my apoštola Pavla poznáme jak misionára. Мы апостола Павла должны знать как миссионера. On je teológ. Он есть теолог. Ale apoštol Pavol je aj pastier. Ale апостол Павел также есть и пастырь. On prijíma, má rád aj človeka, ktorý bol zlodej, ktorý ublížil druhým ľuďom. Он очень рад и человеку, который был и злодей, который где-то говорил плохое дело другим людям, но он таких людей имеет очень, он рад таким людям. A tak na začiatku svojho kázania som povedal, že dostávam v diskusii s členmi otázku, čo by som chcel v cirkvi zmeniť. В начале своего слова я говорю, что бы я хотел сегодня сменить в церкви, в собрании. A tak ja by som si veľmi prial, ja nebudem tu s vami 11.2. Ja prečne, môže bude. Ja budem inde na zbore, ale 11.1. Tak, 11. ledna. Nebudem tu s vami. Ale ja vám chcem niečo povedať dopredu. Že, no, Я 11 числа с вами не буду, но хочу что-то вам сказать наперед.
Ja by som si prial, aby ste boli zborom, ktorý bude mať vo svojom strede medzi členov, Я сегодня хочу, чтобы вы были собранием Павла, aby bolo čo najviac takých ľudí ako apoštol Pavol, и чтобы было больше таких людей, как апостол Павел, ktorí budú zvestovať zmierenie, odpustenie, который будет проповедовать про отпущение, смирение. a aj keď podobne ako Pavol boli vo väzení, to znamená budú v zlej situácii, Подобно как апостол Павел, который был в темнице, но был в очень злой ситуации, tak napriek tomu si nájdu čas, aby pomohli tým, ktorí sami si pomôcť nedokážu. и найдем время, чтобы мы могли помочь тем, которые сами себе помочь не могут. Prajem vám, aby vo vašom zbore bolo čo najviac Filemonov. В первый раз наибольше хочу, чтобы в нашем собрании было что самое больше Филимонов. Láskavých, milujúcich, vrelých členov, ktorí dokážu odpustiť. Добрых, любящих, которые могут отпускать. Odpustiť tým, ktorí ich sklamali, zradili, ktorí od nich ušli a možno, že aj niečo ukradli. Который может отпустить тому, кто отошел, кто, возможно, чем-то словом обидел, и, возможно, тем, которые что-то от нас украли. A prajem vám, aby vo vašom zbore bolo aj čo najviac Onezimov. А желаю еще раз вам, чтобы в нашем собрании было самое больше Анисимов, Ktorí, hoci sú hriešnici a urobili niečo zlé, nejaký prešľap, proste zradili niekoho, sklamali, которые суд злодеи, которые сделали, возможно, кому-то больше вреда, зла, tak sa neboja prísť a povedať, urobil som to a je mi to ľúto. которые не боятся прийти и сказать, я сделал это, и мне за это очень жаль. A vrátia sa späť ku Kristovi a vrátia sa späť do spoločenstva. Которые возвратились снова до Иисуса Христа и пришли до собрания. Ktorí boli kedysi neužitoční, ale stali sa užitočnými, stali sa Onezimami. Которые когда-то были не полезны, и сегодня стали полезны и стали Анисимами. Pretože zbor má byť nielen miestom, kde počujeme kázania, kde máme sobotnú školu, kde je nejaká teológia, kde sa robí misia, evangelizácia. Потому что собрание это не только место, где проводится урок субботней школы, где проводится евангелизация или говорится Слово Божие. Ale aj miestom, kde sa ľudia majú radi, prijímajú sa jeden druhého ako hriešnici, takí, akí sú. Собрание это место, где люди должны понимать друг друга такие, какие мы есть. Tak si prajem, aby aj to vaše spoločenstvo, váš zbor bol miestom, kde vládne Kristova harmónia vzťahov. Сегодня я бы хотел, чтобы это место, где мы сегодня есть, чтобы была любовь такая, какая есть в Иисусе Христе. Lebo jak hovorí jeden biblický text, podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať. Как написано в одном стихе в Библии, с того все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Amen. Аминь. Спасибо. Извиняюсь. Сказал всем радуйтесь, в этот день на всей планете разнеслась весть о Христе. Он явился для меня, ночь, когда взошла звезда. Все заняты были своими делами, но послухал он явился тогда. В эту чудную ночь он пришел, чтобы каждый с Богом нашел. Сегодня есть шанс для тебя и меня, Иисус ожидает.